Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что принесет вам судьба в ближайшие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою судьбу, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же принесет вам судьба? Смотрите, в самом корне рисунка у вас вышел якорь. Очень красивый, четко очерчен. И якорь, который имеет усиление в вашу сторону, в правую сторону. А это говорит о том, что дни будут наполнены уверенностью, спокойствием, стабильностью. И все будет происходить именно так, как хочется вам, либо как вам нужно, как вы это запланировали. Да? Максимально полезно для вас. Вам удастся добиться такого состояния, такого баланса, когда и вы себя чувствуете на высоте, и все вокруг происходит именно так, как вы это задумали. Очень хороший знак. Также с правой стороны мне показывают вас, и вы как будто бы смотрите в зеркало. Здесь, кстати, еще что-то с волосами, прическа. В принципе, может быть и смена прически, уход за волосами, может быть уход за кожей лица, уход за кожей тела. Да? Вы собой будете заниматься. Во-первых, у вас появится и желание, и возможности, и, конечно же, время на то, чтобы собой позаниматься. С удовольствием будете это все делать, даже не просто с удовольствием, даже удовольствие будете от самого процесса получать. Хороший момент, хороший. Это замечательно, когда женщина имеет возможность потратить время на себя и что-то приятненькое сделать для своего тела, для своего организма. Так, с левой стороны, смотрите, большой крючок и яблоко. Но яблоко в середине абсолютно пустое. Это обманка, да? Обманное яблоко. Невкусное, не сладкое. Просто как сделано из чего-то, наподобие, не знаю, воздушный шарик, покрашенный в яблоко. Пустота, воздух. Вас кто-то попытается подманить этим яблоком, либо пообещать вам это яблоко с целью за вас зацепиться, либо что-то с вас взять, стянуть, либо даже в какой-то степени использовать вас, да, воспользоваться вами. Судьба даст вам ясное видение. Видение, кто перед вами, что за ситуация, насколько она честная, насколько она безопасная, либо наоборот, насколько она опасная. Люди лжецы, прям знаете, как над ними, не знаю, красный свет будет загораться и такой огромный восклицательный знак. Смотри, это мошенник. У вас будет такое впечатление, что вы видите всех насквозь. Насквозь. Вы будете говорить эти вещи. Люди вокруг вас будут просто в шоке от того, как вы четко ставите диагнозы. Кто нормальный человек, а кто мошенник, кто лжец. Знаете, благодаря тому, что судьба вам помогает, вас очень любит, и этому видению, да, видению сути вещей, вы не только сами избежите этой ловушки, этого капкана, крючка, но еще кому-то поможете. А может быть, даже не одному человеку поможете. Это замечательный момент. Знаете, только одно, что вот эти мошенники, они будут злиться на вас. И, возможно, даже какие-то нехорошие слова вам могут сказать. Не принимайте близко к сердцу. Они бесятся от злобы, от того, что вы их раскусили, от того, что не попали на их крючок. Вы молодец, вы умничка, не молчите. Спасайте себя, помогайте себе и также не забывайте о тех, кто вас окружает. Каких-то мошенников вы видите на чистую воду. Дальше, с левой стороны. Здесь два человека, которые вас будут звать, приглашать как будто бы к себе на огонек. Может быть, кому-то в гости, может быть, куда-то вместе сходить, может просто вот где-то встретиться, пообщаться.
Возможно, это женщины, возможно, мужчины, смотря кто меня смотрит. Здесь будет предлагаться алкоголь. Ну, типа, давайте там выпьем за встречу, либо давайте там по чарочку посидим. Люди эти, они непорядочные, они нехорошие, они сплетники, они лукавые. Поэтому лучше таких встреч избегать, и уж тем более избегать алкоголь. Алкоголь может быть некачественный, либо вы, там, выпив чарочку, да, маленькую там рюмочку, вдруг взболтнете что-то лишнее, либо на что-то ненужное согласитесь. Люди абсолютно беспардонные, непорядочные, но вы их знаете, может быть, даже какие-то ваши родственники. Смотрите, здесь четкий знак. Судьба говорит: убегай от них, убегай, не надо быть вместе. То же самое, девчонки, если у вас есть муж, смотрите, его какие-то прям дружбаны, скорее всего, да, будут тащить, посидеть, пообщаться, не пускайте. Не пускайте. Что-то не так с вот этим алкоголем, либо распитие алкоголя может привести к очень тяжелым и неприятным последствиям. Здесь вам тоже, знаете, как предчувствие будет дано. Предчувствие, и, возможно, даже никакого желания не будет, да, идти. Либо если вам муж скажет, что я хочу пойти там с приятелями встретиться, вы прям так упретесь, скажете: нет, не пущу. И это будет правильно. Надо убегать от этих людей, разворачиваться и бежать в другую сторону. Так, дальше. Судьба даст вам возможность заработать. Причем не просто заработать, вот как обычно люди ходят на работу, зарабатывают там зарплату. А здесь какая-то другая ситуация, связанная с легкими деньгами, либо с очень таким скорым, быстрым заработком. Ну, в виде подработки. Либо, может быть, у вас какие-то ненужные старые вещи есть, которые вы можете удачненько продать, да, пристроить. И не надо выкидывать, и не надо складировать, а можно на этом заработать. Также, возможно, вы что-то делаете, умеете делать, да, вы можете предложить свои услуги, либо люди к вам могут подойти и попросить, чтобы вы сделали на заказ, под заказ. Здесь скоростная какая-то ситуация по зарабатыванию денег. Может быть, вы просто пойдете кому-то помочь по доброте душевной, человечек вам возьмет, да и заплатит. Так, для тех, кто у меня работает с клиентами, с людьми, ждите очень хороших, больших чаевых. Может быть, не от одного только человека, либо от одного, но очень много. Прям человек от души денежку вам даст. Потому что очень понравится. Потому что вы умничка, потому что у вас ручки золотые. И человек вы очень приятный. То есть здесь легкая деньга. Судьба несет вам легкую деньгу. Еще судьба принесет в вашу жизнь романтику. Смотрите, показали ваши ушки, и очень приятно то, что вы будете слышать. Комплименты со стороны мужчины. Возможно, это ваш муж, который расщедрится на витиеватые комплименты. Возможно, это мужчина, который действительно испытывает к вам симпатию, который вами восхищается, начнет вам петь дифирамбы. Очень приятно будет вашим ушам, очень приятно будет вашему сердечку. И вы, девчонки, ну прям не обижайтесь на меня, но немножко поплывете от таких хороших, добрых и приятных, ласкающих слух слов. Вы расслабитесь, вы почувствуете себя желанной, любимой, счастливой, почувствуете себя. Ну, кто в паре в браке, вам, видно, не хватает романтики с вашим любимым мужем. Может быть, ритм жизни у вас такой напряженный. А тут, смотрите, его именно прорвет. Ему захочется рассказать вам, как он счастлив, какая вы красивая, какая вы нежная. Прям поплывете. Ну, либо поклонник, да, девочки, поклонника, почему нет? Здесь очень милая картинка, и вижу, что вы прям чувствуете себя на седьмом небе от счастья. Так, еще. Здесь какой-то непростой разговор судьба вам несет. Он очень непростой. Возможно, вы не хотите этого разговора, но этот разговор очень важен для вашего будущего. Знаете, так бывает, человек чего-то хочет. Ну, допустим, человек хочет повышения зарплаты, человек хочет отпуск в удобное ему время, человек хочет улучшения условий труда. И вроде он понимает, что имеет право на это, но боится своего начальника. Либо думает: ой, я сейчас подойду со своими запросами, а меня возьмут, да и уволят, да, от греха подальше, чтобы я тут воду не каламутил. Смотрите, разговор уже давным-давно назрел.
но вы все никак не решались, либо опасались этого разговора. Здесь судьба вам устроит этот разговор. Может быть, вас позовет к себе начальник, а может, знаете, как придется вам пойти. И будет этот разговор. Разговор, который закончится для вас на очень положительной ноте. Я не могу сказать, что прям все исполнится. Да, ваш начальник вам все пообещает и все исполнит. Я вижу, что будет какой-то консенсус. О чем-то вы договоритесь. Может быть, поэтапное повышение зарплаты. Либо отпуск не в августе, а, например, в июле. Либо что-то с условиями труда тоже будет меняться, но как-то тоже постепенно. В принципе, разговором вы будете довольны, очень довольны. И знаете, вот это ощущение, что зря боялась, зря я так долго ждала, зря я мялась. Плюс еще ваш начальник вас тоже немножечко откомплиментит. Ну, не так прям сильно, чтобы вы загордились, но какие-то хорошие, добрые, положительные слова. Вот вы прям поймете, что ценят, что уважают. Что да, я ценный сотрудник, я здесь нужна. И я здесь не последняя скрипка, да, скорее всего, в ряду первых стою. Хороший момент, очень, кстати, деликатен будет ваш начальник. Хвала ему за это и почет. Так, еще. Кому-то в ближайшие 10 дней судьба принесет повышенную нагрузку. Только я не могу понять, что это. Либо это спортивная нагрузка, вы начнете заниматься усиленно спортом, либо это домашняя нагрузка, когда вы затеваете какие-то уборки, генеральные уборки, может быть, мелкие какие-то ремонты, перестановки, разбор, перебор, я не знаю, гардероба, вещей. Да? Такой момент тоже может быть. Физическая идет, физическая нагрузка, физическая работа. Смотрите, с непривычки будет тяжеловато, а если мы говорим о спорте, вы прям там с усилием первую тренировку занимаетесь, то будет даже больно. Вот. Ну а потом втянетесь, понравится, и еще добавку просить станете. Все сделаете, вы молодец, вы такой человечек целеустремленный, какую цель себе поставили, всегда до нее дойдете. Красиво будет, да, если мы говорим про уборку, все красиво будет, все будет сиять, сверкать, блестеть. Если мы говорим про спорт, вы очень быстро войдете в этот темп и ритм, и за эти 10 дней, во-первых, наверное, и скинете, и оздоровите свое тело. Так, еще судьба принесет вам в ближайшие 10 дней разгадку, либо ответ на какой-то вопрос, на какую-то тайну. Смотрите, что-то очень напутано, спутано, завязано, перевязано, и там замешано какое-то количество людей. Это не один человек и не два, здесь гораздо больше людей. Очень много лиц замешаны. И эти лица, они молчат, как в рот воды набрали. И вам придется с этим разбираться. Почувствовать себя, не знаю, мисс Марпл, да, которая ведет расследование. Судьба будет давать вам подсказки, судьба будет давать вам наводки, а кому-то подсказки будут являться через сон. Во сне вы будете получать ответы на мучащие вас вопросы. Очень увлекательно, очень занимательно. Правда, вы добьетесь, 100% добьетесь. Тем самым шокируете всех этих людей, которые замешаны в этой мутной схеме. У кого-то отыграется, что это ваши коллеги, у кого-то отыграется, что это ваши родственники. Да, так иногда бывает, родственники тоже могут чудить, дай Боже. Но вы молодец. У вас вообще в ближайшие 10 дней очень сильно обостряются экстра чувства, такие как яснознание, ясновидение, яснослышание. И логическое мышление у вас тоже заостряется. Прям почувствуете, что вы отличаетесь от общей массы людей. И это будет правда. Так оно и будет. И вам, кстати, кто-то еще об этом скажет. Может быть, даже не один человек подойдет и скажет: ну, ты удивительная, ты фантастическая. Как ты это делаешь? Как ты это все понимаешь? Как ты можешь это все предвидеть, предугадать и предсказать? Да, вами будут и удивляться, и восхищаться. Так, девушки, женщины, кто общается в интернете, кто любит общаться в интернете, либо с каким-то конкретным мужчиной общается в интернете. Смотрите, какие-то могут быть перебои и неприятные моменты именно в сети, да, когда интернет там не тянет, либо отключается. Может быть, вы в свое время забыли там за оплату, да, оплату внести. Либо человек, с кем вы общаетесь, тоже мог не заплатить, либо у него там какие-то перебои. Не нервничайте, все к лучшему.
Если вы общаетесь с каким-то конкретным человеком, то это стимул для этого человека прекратить это электронное общение, а приехать лично с вами встретиться. Кто-то скажет козни судьбы, а я скажу нет. Это волшебные пинки судьбы для того, чтобы два человечка наконец-таки воочию встретились и поговорили. То же самое, если со стороны вашей что-то не так с интернетом, то для вас это будет стимул найти лучшего провайдера, либо какую-нибудь, может быть, другую схему интернета установить. Это во благо, это на пользу. То, чем пользуетесь вы, может быть не совсем хорошее, либо в любой момент может вас вот так вот подводить. А если будет нужный момент? Представляете, какой ужас? Здесь волшебные пинки идут. Так, и еще маленькая лодка плавает по кругу. Ну, плавать по кругу — это значит делать одно и то же. Маленькая лодка. Но это что-то незначительное, но влияющее на вашу жизнь. У одних из вас отыграется, что это не вы плаваете, а кто-то плавает. И тем самым вводит вас в заблуждение. Да? Человек говорит, что все, я буду делать так и так. Либо наоборот, вот этого я больше никогда делать не буду. Но все равно ситуация регулярно повторяется. Либо вы сами что-то говорите, либо сами себе как обещаете, да, что вот этого делать больше не буду. Но все равно ситуация повторяется. Судьба в ближайшие 10 дней принесет вам возможность выйти из этого порочного круга. Выйти. Да? Это может быть какая-то помощь, это могут быть какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, что угодно может быть, вы все разные. Но из этого порочного круга эта маленькая лодочка все-таки выходит. Да? Вот это действие, циркуляция этого действия, оно прекращается. И это для вас благо. Либо благо для того другого человека. Наконец-таки найти возможность не раздражать вас, держать свое слово и не повторять одну и ту же ситуацию по кругу. Так, еще я вижу забор. Забор, который принесет вам судьба. Ну, по забору обычно показывают защиту. Защиту, либо отделение от каких-то людей, либо от каких-то ситуаций, которые могут вам навредить или вам неприятны. Смотрите, у вас этот забор, он невысокий, но он добротный и достаточно покрывает большой периметр вокруг вас. Из этого я могу сделать вывод, что под защитой окажетесь здесь не только вы, но и самые близкие, самые любимые вами люди. Хороший знак. Хороший знак. Вы можете немножечко расслабиться, вы можете немножечко, знаете, как даже отвернуться от неприятностей, либо от неприятных людей, потому что будете понимать, вам это не грозит. Не грозит. Вы в безопасности, и ваши близкие тоже в безопасности. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.